Значит, 75, вы сказали, собрались в Киеве, Потасман написал 78, ну, да, он немножко, более 30%. Да. Более 30% это очень большая цифра для оккупации, для того режима сталинского, который нам установлен. Да? 18 делегатов признаны российскими коллаборантами, это 7% от списка. Я хотел бы здесь тоже остановиться. Смотрите, что мы сделали. Я просто знаю, что некоторые недоброжелатели будут пытаться говорить о том, что, ну, скажем так, что мы пошли в нарушение какой-то логики или привычных каких-то подходов. Я просто еще раз хочу, чтобы все осознали. Есть представительный институт народа, который избирается самим народом и у которого сейчас истекают сроки полномочий, но оккупационная власть, она не позволяет проводить выборы, более того, она запрещает эту систему представительства. И поэтому эти люди, у них есть два выхода. Или просто спокойно, извините меня, собрать вещи, выключить свет и уйти, а некоторые просто думали бы, что уехать. Но они говорят, нет, мы должны остаться со своим народом. И от принципа революционной целесообразности это отличается тем, это особо видно, когда мы говорим о 18 своих коллегах, бывших делегатах Курултая, когда были предложения, их было мало, всего 2 предложения, чтобы их исключить из числа делегатов Курултая. Но мы не имеем на это права, это имеет только, не исключить, а лишить полномочий делегата. Только новый Курултай это может быть делать только Курултай. И есть выписанные, как в законе Украины, скажем, о статусе народного депутата Украины, в нашем регламенте тоже выписаны исключительные обстоятельства, когда Курултай может проголосовать за сложение полномочий делегата. Но они же все равно по факту, мягко говоря, не смогут. И смотрите, работать, что сделали эти 75 делегатов. Они приняли заявление, они аргументировали те подходы, которыми они исходят по отношению к этим 18, и заявили, они сказали, мы заявляем, что они всеми своими действиями, которые грубо нарушают принципы и порядок, установленный регламентом Курултая крымско-татарского народа, что они нарушают основы крымско-татарского, принципы крымско-татарского национального движения. В конце концов, что они нарушают требования закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан Украины на оккупированных территориях, и мы заявляем о том, что эти 18, они перечисляются, эти лица поставили себя вне Курултая, и мы об этом заявляем и доводим до сведения всех. Вы понимаете, вне Курултая для нашего народа, и вне закона они преступники по закону государства. Абсолютно так, да? Да. И даже при этом мы не приняли решение их исключить, ибо нет такого полномочия на конференции. Мы сказали, они сами себя поставили вне Курултая. То есть для нас они не делегаты, для крымско-татарского народа они не делегаты. Ну и разумеется, это все равно, что, знаете, мне все время приходится проводить параллели между привычными какими-то такими структурами. Это все равно, что народный депутат Украины, не дай бог, совершил преступление и где-то в бегах. И вот пока его не найдут, пока не расследуют преступление, Верховная Рада не имеет возможности, скажем так, рассматривать вопрос о сложении его полномочий как народного депутата Украины. Формально